Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о том, как правильно снижать высокую температуру у детей. Уважаемые родители, прежде чем начать разговор о повышенной температуре тела у детей, я напомню вам правила измерения температуры у ребенка. Каждый ребенок должен иметь свой личный градусник, который обрабатывается теплой водой с мылом или спиртом перед каждым использованием. Во время болезни температуру необходимо измерять как минимум трижды в день – утром, днем и вечером. Измерения не следует проводить, когда ребенок сильно укутан, плачет или излишне активен. Высокая температура в комнате и принятие ванны также повышают температуру тела. Определение температуры может осуществляться в подмышечной впадине, в прямой кишке или в паховой складке любыми градусниками. Измерение во рту проводится только с помощью специальных термометров-пустышек. Причины повышения температуры у ребенка разнообразны. Это могут быть и инфекционные заболевания, ОРВИ, детские инфекции, кишечные инфекции. Это могут быть неинфекционные заболевания, болезни нервной системы, аллергические заболевания, гормональные расстройства и другие. Это может быть прорезывание зубов, перегрев. Причиной могут быть профилактические прививки, а также многие неотложные состояния и острая хирургическая патология. Повышение температуры тела является защитной реакцией организма, так как на фоне высокой температуры ускоряются все обменные процессы, интенсивнее синтезируются многие биологически активные вещества, помогающие организму справиться с болезнью. Однако необходимо помнить, что лихорадка играет свою защитную роль только до определенных пределов. При прогрессивном нарастании температуры происходит значительное увеличение нагрузки на дыхание и кровообращение. На каждый градус повышения температуры более 37 частота дыхания увеличивается на 4 дыхания в минуту, а пульс на 10 ударов в минуту. Развивается кислородное голодание, от которого в первую очередь страдает центральная нервная система и нередко развиваются фебрильные судороги. Отрицательное воздействие лихорадки на организм проявляется главным образом при резко выраженном и длительном повышении температуры тела. Различают два типа лихорадки. Первый тип – это розовая лихорадка. При этом кожные покровы умеренно гиперемированы, теплые, влажные. Общее состояние ребенка страдает незначительно. Следующий тип – это белая лихорадка. Происходит спазм периферических сосудов, появляется ощущение холода, озноб, бледность кожных покровов, похолодание конечностей. При оказании первой помощи лихорадящему ребенку важно придерживаться нескольких важных правил. Больному ребенку следует соблюдать постельный режим. Воздух в комнате должен быть прохладным, свежим. Следует одеть ребенка в легкую одежду из натуральных тканей. Ребенка следует поить большим количеством жидкости. Подойдет теплый чай, компоты, морсы, соки, кипяченая вода. Также следует определить тип лихорадки – розовая это или белая лихорадка. Если у ребенка розовая лихорадка, то снижение температуры тела необходимо начинать с физических методов охлаждения. Использовать минимум одежды, а во время сна использовать для укрывания только тонкую однослойную простыню. Обтереть кожные покровы ребенка водой температуры 35-36 градусов и дать обильное питье. При бледной лихорадке ребенок ощущает холод. У детей младшего возраста это проявляется резким беспокойством. В данной ситуации необходимо согреть ребенка, надеть на него теплую одежду, укрыть одеялом, дать теплое питье. Цвет и влажность кожи, а также ощущения ребенка рекомендуется оценивать каждые 10-20 минут. Через 20-30 минут повторить измерение температуры для контроля эффективности проведенных мероприятий. Температура должна снизиться до 0,2-0,3 градуса.
При оказании первой помощи необходимо определить также, нуждается ли ребенок с лихорадкой в применении жаропонижающих препаратов. Для этого надо учитывать не только степень повышения температуры. Важно проанализировать, как ребенок переносит лихорадку, изменяется ли при этом его поведение, активность, аппетит и так далее. Так, если у исходно здорового ребенка высокая температура тела до 39 градусов не сопровождается нарушением самочувствия, плохим аппетитом, отказом от питья, кожа влажная, ладони и стопы теплые, то от применения жаропонижающих препаратов можно воздержаться. При этом можно ограничиться физическими методами охлаждения. Однако, если у ребенка на фоне лихорадки, независимо от уровня температуры тела, даже если она ниже 38 градусов, отмечается ухудшение состояния, имеется озноб, мышечные боли, плохое самочувствие, бледные и сухие кожные покровы, холодные конечности, то жаропонижающие препараты следует применить незамедлительно. При использовании жаропонижающих препаратов следует помнить некоторые особенности их применения. Лекарственные средства, принимаемые через рот, начинают действовать быстрее, через 20-30 минут после приема. Эффект от препаратов в свечах наступает спустя 30-45 минут, но длится дольше. Если заболевание сопровождается рвотой, лучше использовать свечи. Лекарства в свечах удобно применять, когда температура у ребенка поднимается ночью. Препараты в виде сиропов, таблеток и порошков содержат ароматизаторы и вкусовые добавки, поэтому нередко вызывают аллергические реакции. При необходимости применения различных лекарственных форм препаратов, например, днем сироп, ночью свечи, выбирайте средства с различными действующими веществами, чтобы избежать возникновения побочных эффектов. Повторное использование жаропонижающих средств возможно не раньше, чем через 5-6 часов после предыдущего приема. В случае недостаточного снижения температуры или повторного ее повышения в короткие сроки не следует экспериментировать. Лучше обратиться за медицинской помощью. Курсовое применение жаропонижающих препаратов у детей не оправдано, поскольку при этом возрастает опасность не заметить или недооценить симптомы серьезных инфекционно-воспалительных заболеваний. В тех случаях, когда ребенок получает антибиотик, курсовой прием жаропонижающих также недопустим, так как может маскировать неэффективность антибиотика. Помните также о том, что у детей до 18 лет категорически запрещено применение ацетилсалициловой кислоты из-за возможных тяжелых осложнений. Прежде чем самостоятельно применять жаропонижающий препарат, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Ни в коем случае не превышайте возрастную дозу. Часто родители или лица, ухаживающие за ребенком, по совету знакомых или родственников, применяют для обтирания холодную или прохладную воду, а также уксус и спиртосодержащие жидкости. Это вызывает еще больший спазм сосудов кожи и тем самым способствует еще большему повышению температуры тела. Поэтому использование любых способов физического охлаждения, резко снижающих температуру кожи, не только неэффективно, но и вредно, особенно если у ребенка регистрируется бледная лихорадка. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.